Глава республики выступил с 6-м по счету ежегодным посланием Государственному собранию Илтумен. Какие направления затронул Егор Борисов в своем обращении? Обзор основных моментов выступления главы Якутии и комментарии народных депутатов в репортаже Влада Давыдова. В своем ежегодном обращении к депутатам, гражданам и руководителям всех уровней и рангов Егор Борисов традиционно дает оценку текущей жизни республики и обозначает курс и вектор дальнейшего развития региона. При этом речь идет не только о грядущем годе, а о долгосрочной перспективе, учитывая при этом непростую экономическую ситуацию в стране. Об этом говорит и заголовок обращения этого года: через вызовы к обновлению, через стабильность к росту экономики. Как раз с обзора экономического состояния республики и начал выступление глава Егор Борисов. Так, по итогам года ожидается рост промышленного производства, оборота предприятий, розничной торговли, сохраняются темпы строительства. А такие индикаторы, как пенсия, реальные доходы населения, не подверглись серьезным колебаниям. Что касается бюджета региона, то Егор Борисов подчеркнул, что главный финансовый документ республики должен быть бюджетом роста и бюджетом ответственности. Во-первых, предлагается затянуть пояса, то есть отказаться от расходов, которые можно отложить до лучших времен и сократить доли текущих расходов. При этом акцент делается на некоснительном исполнении социальных обязательств. В бюджете этого года немалые средства были направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. В Якутии завершается год предпринимательства. Егор Борисов заметил, что это решение дает результаты. Введены двухлетние налоговые каникулы, расширена сеть бизнес-инкубаторов. Что необходимо предпринять для развития бизнеса в будущем году? В 2016 году я предлагаю определить в качестве основных задач по развитию малого и среднего бизнеса стимулирование социально ориентированного предпринимательства, повсеместное повышение экономической грамотности населения. Подчеркну роль кредитных учреждений в части сокращения сроков получения кредитов, снижения финансовых рисков предприятий. Особое внимание глава республики обратил на жилищный вопрос. Борисов отметил недостаточность объемов жилищного строительства и его несоответствие платежеспособному спросу населения. Глава призвал сосредоточить усилия на следующих ключевых мерах в области жилищной политики. Первое. Формирование механизмов обеспечения доступности населения к ипотечным кредитованиям. Второе. Увеличение объемов нового жилищного строительства в соответствии с ростом платежеспособного спроса. В ходе часа выступления Егор Борисов говорил о необходимости и важности развития в сфере промышленности, энергетики, интернет-связи, сельского хозяйства, усиления работы в области экологии, образования, здравоохранения, детского движения и многом другом. Сам тренд главы республики – это развитие в дальнейшем. То есть та программа, которая ранее была при Вячеславе Анатольевиче утверждена, так называемая 2020 стратегия развития Республики Саха-Якутия, ставит глава республики задачу развития республики о дальнейшей перспективе. Я отметил то, что Егор Афанович в первую очередь отметил, что следующий год сделать годом благоустройства. Это одна из самых главных проблематик, которые озвучивают жители республики. А вторая – это все-таки качество медицинских услуг. И сейчас при формировании фонда обязательного медицинского страхования будем ставить вопрос о доступе частного, малого и среднего бизнеса к этой сфере и улучшении медицинского обслуживания в республике. Мы будем также исполнять те задачи, которые определил Егор Афанасьевич. Также будем заниматься в первую очередь, конечно, дальнейшим финансированием строительства объектов образования, здравоохранения, газификации населенных пунктов, а также строительства жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Особое место, наверное, раньше в посланиях никогда не звучало – детское движение. Они будут той переходящее поколение, которое перенесет через поколение ценности, в которых живет наше общество, жило прошлое общество, и сохранить эту историю. Расширенный обзор послания главы мы подготовим в программе «Якутия. День за днем» в эту субботу в 20:30. Также смотрите повтор обращения Егора Борисова на нашем канале сегодня в 21:15 на портале nvk-online.ru. Влад Давыдов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.